В настоящее время вопросы повышения культуры поведения на дорогах и предупреждения дорожной аварийности находятся в центре внимания государства и общества. Именно поэтому пропаганда соблюдения правил дорожного движения, формирование в обществе неприятия нарушений в сфере дорожной безопасности является одним из ведущих направлений в деятельности ГОБДД МВД Кыргызской Республики. Главной проблемой в сфере дорожной аварийности по-прежнему остается повышение культуры участников дорожного движения. Немаловажно участие гражданского общества в воспитании ответственных участников дорожного движения. Задача номер один здесь – уделять как можно больше внимания просвещению и обучению детей, активно привлекать к этой работе родителей. Почти что все население было осведомлено о том, что безопасность дорожного движения – это проблема. Это очень серьезная проблема, трагичная проблема, потому что погибают люди на дорогах. Это как из-за несоблюдения правил самими водителями, так и несоблюдения правил пешеходами. И плюс, конечно, есть параллельные другие проблемы, как инфраструктура, образование, скажем, и так далее, да, информированность населения. Мы всегда говорили о том, что было бы хорошо проводить целенаправленную такую вот политику, начиная от низов до верху, скажем, да. С низов мы имеем в виду, начинать надо воспитание детей с детских садов. Самые элементарные первые правила прививаются именно в малолетнем возрасте. То есть дети, придя в школу, они уже должны знать правила, они уже должны знать, как правильно переходить дорогу. Они должны знать опасности, которые есть на дорогах. Но этого, к сожалению, у нас не происходит, даже до сих пор. Второй этап – это, конечно, школы. Школа – это огромная армия, где уже эти навыки должны быть настолько впитанными, что уже мы дальше должны говорить в целом о воспитанности всего населения, о хорошей культуре. Ну и вот если бы пропаганда, информированность среди населения, начиная с самого младшего возраста, велась хорошо, то нам всем было бы легко жить, было бы безопаснее. Повышением безопасности на дорогах, кроме государства, занимаются и неправительственные общественные организации. Они являются неким глазом народа, защитниками его интересов. Поэтому эффективная деятельность государственных и муниципальных органов по обеспечению безопасности дорожного движения не обходится без взаимодействия с общественными организациями. В принципе, законодательство позволяет общественным организациям свободно работать и вести работу. Я приведу такой хорошие примеры, когда общественность включалась 2 раза очень сильно в эту проблему. Вот на основе моего опыта мы как организация работали, и вот было 2 случая, это 2015 год и второй, по-моему, 2017-2018 годы, когда, к сожалению, в силу трагических обстоятельств, из-за того, что произошли очень резонансные ДТП на дорогах с участием детей, поднялись гражданские активисты и тоже смело, очень активно проявили свои инициативы. Первая это была группа Мирсулжан Намазалиев. Он скоординировал, он пригласил очень многие общественные структуры, государственные структуры, активистов. И тогда был разработан документ, который они нас тоже пригласили, поскольку мы работаем именно в этой сфере. Мы дали все свои возможные варианты решения вопросов, рекомендации. И был разработан очень хороший документ под названием «Комплекс мер по укреплению безопасности дорожного движения». И этот документ был принят на государственном уровне, был подписан президентом. Это один из ярких примеров. Немногие знают, но граждане могут свободно обращаться в общественные организации за помощью в решении разного рода дорожных проблем, будь то проблемы инфраструктуры или судебные разбирательства. Мы очень открыты, что любой гражданин может обратиться к нам. К нам звонят очень тоже зачастую по инфраструктурным вопросам. Вот у нас на данном перекрестке не хватает светофора, или, пожалуйста, помогите нам провести лежачий полицейский из-за того, что там скорость большая или нету дорожных знаков. И это легкие вопросы, то есть
В том смысле, что мы обязательно адресуем их в мэрию, в ГОБДД, в соответствующие структуры для принятия мер. И обязательно, что отрадно, со стороны ГОБДД мы обязательно получаем ответы.